находимся в Костанае. Вот так мы встретились, чтобы в дороге вас приветствовала только нормальная женщина. Это наш герой. Волга? Ну, местами Волга. Голодный, маленький такой. Видео для тех, кто говорит, что в России плохие дороги. А тут как будто вот пустыня. Что это? Как будто соль, что ли. Всем доброе райское утро. Время у нас 7:32. И мы выезжаем в следующий город, Байконур. Сегодня мы ночевали в этом городе. Спали целых 7 или 8 часов. Выспались. И выдвигаемся дальше. Кстати, за ночлег мы заплатили 4000 тенге. Это примерно 800 рублей на двоих. По-моему, неплохо за возможность помыться, побыть в горизонтальном положении и посмотреть сны в другом городе. А, да. В Байконур мы не заезжали. Мы просто ехали. Ехали, наслаждались и наблюдали. Наблюдали за пробегающей в окнах нашей машины красотой, дорогами, проносящимися мимо машинами, пустыней, верблюдами, коровами. Иногда мы останавливались, чтобы передохнуть, пофоткаться, запечатлеть свои эмоции. Заправлялись. В одном месте попросили заправить бензин в канистру. Мало ли, дорога же. Это мы проезжаем через знаменитую реку, которая называется Сырдарья. Вот, собственно, эта река. Не получилось, да, показать? Там мужик шел на шаке. Там бараны встали. Пробка на реке Сырдарья, да? Очень тепло. Прямо, я не знаю, сколько температура градусов, но очень прикольно. Я в одной майке, вот, тоже, видите, в одной майке, мне очень тепло. Серега решил почистить машину. Вот, у меня заработал интернет, и я очень рада этому. Так выглядит наша машина. Грязная вся, но ничего, идет. Я же вам забыла рассказать про вот такую штуку, которую Сережа приобрел где-то на китайском рынке. Эта штука очень прикольная. Вот в эту дырочку втыкается флешка, включается. The Bluetooth device is ready to pair. И та-дам! Это наши динамики, которые сопровождают нас с позавчерашнего утра.
такая движуха, мы немножко пребываем в шоке. Это вот у них центральный парк. Прибудете в пункт назначения. Сейчас скоро мы прибудем в пункт назначения. Налево как? Люди на ходу останавливают машины, мама, не горюй. Поворот налево. Туда можно раз? Ну, видимо, можно, Сереж, ты проехал. Да я понимаю все, надо как-то хотя бы заранее говорить. Так, тут налево тогда поверни, сейчас он нас отвезет. Смотри, Тельман. Что за Тельман? Тельман, реально? Вот, смотри. Тельман. А, это остановка Тельман. Тут реально пальмы, что ли, растут, понять не могу. Вот такие на столбиках прикольные штуки растут еще. Ты телефон свой взяла? Да. Блин, без 5 время. Чего? Остаемся ночевать. Это же стена, которую восстановили в 2000 году. Красиво как. Follow to me. Это и есть то место, куда нам надо. Почему мы здесь? Почему мы здесь одни? И давай, я сфоткаю. В Туркестан мы заехали, когда день уже кланялся к закату. Уютные улицы, великие древние сооружения, дома встречали нас, объятые последними лучами солнца, и тем самым еще больше покоряя нас неповторимым светом, шармом и невероятной энергетикой. Доброжелательные люди и дети нам махали, и словно душа Туркестана таким образом приветствовала нас. Всем привет, добрый вечер. Мы находимся в Туркестане. Приехали тут, смотрим достопримечательности, древности. Подошли к большой мечети, там, оказывается, надо в тюбетейке, в лотке. Вот идем обратно в машину, чтобы забрать. Так что сразу, если приедете в мечеть, готовьтесь. Просто так не пускают. Прошли такими трущобами. Запах там, конечно, такой приятный, что-то варится. Кушать, потому что нам не хватает. Как-то так. А после заката мы поехали в мавзолей Гаухар-Ана. Там нас встретил старый дедушка, завел в комнату и прочитал молитву. Рахмат сізге, сау болыңыз. Рахмат, амин. Из Туркестана мы выезжали, когда уже было темно. Когда проезжали город Шымкент, нас застал очень сильный дождь с грозой. Направились мы в сторону Ташкента. Но доехав до таможни под названием Капланбек, узнали, что через этот КПП могут проезжать машины только с казахскими и узбекскими номерами. Нам пришлось проехать еще 80 километров западнее до КПП Яллама, где уложили спать в машине прямо на границе. Тут по центру, возле центра, точнее в центре. Вот здесь ездят такие тук-туки, у них нет дверей и окон. Впечатление выше гор. Очень классно здесь. Вот такие штуки прям на стенках живут. Отличный день. Теперь я модная, ношу такие штучки. Чай мы завариваем в термосе. Сейчас заправились с канистры водичкой и поехали дальше.